5 туристов, которые отправились на сплав в Юго-2, прибыли из-за пределов республики. Большая вода едва не обернулась роковыми последствиями. После того, как лодка перевернулась, одному из путешественников все же удалось доплыть до берега. Мужчина вышел к людям спустя несколько дней. Все это время 4 коллег ждали его на островке посреди горной реки. Накануне выезда из города Сыктывкар в ходе телефонных переговоров было неоднократно предложено изменить даты заезда на маршрут, либо выбрать другой маршрут по реке Подчерем. От предложенных вариантов группа отказалась. Также участники отказались застраховаться от несчастного случая, что было предложено при оформлении разрешения в администрации парка. А если бы эти 4 человека погибли, не дай бог? Следовательно, надо в чрезвычайных таких вот ситуациях, видимо, ограничения вводить на паводковый период еще дополнительно. Значит, надо не уговаривать их, а заставлять. Если этого нет, до свидания. Это должно быть требование, которое мы выставляем. Требование должно быть уже прописано. Выходит на маршрут, имея телефон космической связи или средство связи иной, радиостанции, которая позволяет связываться с теми, кто в состоянии организовать работу. Как сделать туризм максимально безопасным? Главный вопрос на видеосвязи муниципалитета. Речь не только о путешествиях, но и о банальном выходе на природу. Повод для обсуждений трагический ЧП на Печоре, где в мае на дно унесло гусеничный транспортер с 7 вахтовиками. Гострудинспекция уже признала виновником водителя. И все же многое остается непонятным. Почему транспорт не был зарегистрирован? Почему отсутствовали номерные знаки? Кто вообще дал разрешение на эксплуатацию техники? В декабре 2017 года спецавтотранс по договору купил этот вездеход у спецтранса ухтинской компании. На учет не поставил, то есть за собой не зарегистрировал. ТО данная техника не проходила. Отсутствовал дренажный насос, который при заполнении лодки воды откачивает, то есть откачивающий насос. То есть его не было в вездеходе. Водитель категорию Е имел, то есть имел право передвигаться на этом вездеходе, управлять им. Кто прав, а кто виноват, следствие разберется. Трудинспекция настаивает признать случай связанным с производством. Тогда родственники погибших смогут рассчитывать на дополнительную материальную помощь. Что до вопросов собственной безопасности, при выходе на природу важно помнить одно. Вся ответственность лежит только на вас самих. Таков федеральный закон. Перед выходом на маршрут не позднее, чем за 15 дней до отправления, стоит проинформировать спасателей. В республике регистрацией туристических групп занимаются спасотряды Сыктывкара и Воркуты. Времени это займет немного, но в случае, если вы, например, заблудитесь, будете знать наверняка, вас будут искать. Все туристические маршруты и группы, которые выходят именно в различных уголках нашей республики, они в установленном порядке извещают службы через единые диспетчерские службы, представляют списки, маршруты и время прохождения данного участка. Будь то, если он складывается в несколько дней, то контрольные точки, где выходят на связь и в обязательном порядке сообщают о своем месте нахождения и есть ли какие-то проблемные вопросы, для того, чтобы мы могли своевременно среагировать. Большую информационную работу по вопросам турбезопасности проводит сегодня и региональное министерство культуры. Подробные правила и рекомендации спасателей можно найти на сайте туристского портала Коми. Александра Головина, Олег Юшков, телеканал Юрган.